Контрольный десант. О создании нового проекта Общественной палаты Коми под таким названием сообщила сегодня журналистам Нина Шмарова, руководитель первого такого десанта в Карткировском районе. По ее словам, подобные проверки значительно повышают оперативность решения проблем на местах. Общественники заявили, что намерены уделить особое внимание дорожной тематике. Причем масса вопросов у них есть и к профильному агентству, и к организациям, которые обслуживают трассы, и к сотрудникам ГИБДД. Итоги первой поездки и новые ориентиры общественников у Максима Васильева. Контрольный десант – это такая представительная, но вполне ожидаемая проверка на местах. Карткировский район, вернее детский сад в селе Богородск, по словам Нины Шмаровой, в последнее время не сходил со страниц газет, и вовсе не удивительно, что общественники взялись за него вплотную. И очень кстати, что к их приезду практически все недостатки были устранены. А те, что остались, строители клятвенно обещали исправить в 10-дневный срок. Теперь дело за малым – вернуть детишек группы. Сейчас садик заполнен едва ли наполовину. Мы показали, что садик хороший, приходите, бюджетные деньги потрачены, нужно, чтобы они окупались. И детки приходили и с удовольствием находились там. Заведующая детским садиком, воспитатели попросили нас и попросили общественников, активистов, которые этим вопросом занимались, чтобы в конце концов поставили точку и прекратили ходить к ним, проверять их, потому что такой необходимости нет. Повышенная аварийность на наших дорогах – еще одна тема, которую представители Общественной палаты Коми намерены контролировать. Формулировка «не справился с управлением», которую часто используют в своих рапортах сотрудники ГИБДД, по их словам, слишком размыта и зачастую не в полной мере отражает произошедшее. Например, недобросовестность организации, обслуживающей дорогу, она только прикрывает. У нас бесхозных дорог нет. То ли они муниципальные, то ли они межмуниципальные, или региональные, или федеральные. Они все дороги не бесхозные. У них есть заказчик. Заказчик платит деньги подрядчику, который должен четко чистить и смотреть за дорогами. При этом нигде, ни на сайтах дорожного агентства, нет, вообще нигде нет, кто их за ними следит. Вот я не знаю, как вы, я нигде не нашла. И ни одной фамилии, ни одного генерального директора никогда не трогаем, потому что они спят спокойно. Мы в этом году, в начале года, мы вместе ездили. И ездили до Кировской границы. Я не знаю, помните или нет. И второй раз потом ездили тоже. Есть, практически присутствует везде. Есть участки, которые небольшие участки, чистят, следят за дорогой, более-менее хорошо. А так в целом эта проблема остается. К надзорным органам у общественников тоже есть вопросы. И дело здесь не только в ограничительных мерах, которые сотрудники ГИБДД вполне могут применять сегодня к большегрузному транспорту, разбивающему дорожное полотно. Сама закрытость информации о тех, кто за правильность наших дорог отвечает, общественников настораживает. К примеру, искомые данные о том, какая подрядная организация и на каком участке занимается нормативным содержанием дорог и ремонтом, невозможно сегодня обнаружить в интернете. Кроме того, нет ни данных, ни статистики об истинных причинах ДТП. Несмотря на повсеместно установленные камеры. Вот и получается, что методы борьбы с нарушителями очень уж партизанскими. Максим Васильев, Владимир Шишкунас, телеканал Юрган, Сыктывкар.